Тахир Мухтарович Сабиров один из ведущих режиссеров таджик-фильма был. Ведущих, почему я говорю, хороший режиссер был? Потому что он прошел школу кинематографистов. Он начал с актерской работы. Театр, опера, балет, тогда еще. Он прошел курсы актерского мастерства в Ташкенте. Он прошел курсы режиссерского мастерства в Москве. Потом он начал работать ассистентом и потом вторым режиссером в фильмах, где набрал много опыта. Например, «Я встретил девушку», он играл и как актер исполнял роль, и в то же время был он вторым режиссером. А перед тем был хорошим режиссером. По-видимому, работа с ним очень много сильно повлияла на него, много опыта набрал. И когда смотришь фильм «Сына пора жениться», вспоминаешь «Я встретил девушку», потому что, видно, перекликаются некоторые вещи, напоминать его. Я перед тем, чтобы прийти к вам, посмотрел энциклопедию кинематографии, работа Тахира Мухтаровича. Потом оттуда выписал вещи, фильмы, которые он снимал. И для меня было большое удивление, что за такой короткий срок он смог сколько фильмов снял. Например, вторым режиссером работал в фильме «Я встретил девушку». Высокая должность. Человек меняет кожу. Это первый вариант был, черно-белый. А потом, после этого, как режиссер-постановщик, снял «Сыну пора жениться», «Одержимые», «Смерть ростовщика», который один из лучших фильмов, я считаю, что был на Ташкентском международном кинофестивале, завоевал приз. «Измена», «Разоблачение», «Взлетная полоса», «Ураган в долине», «Кто был ничем», 3 серии. «Тот стал всем», тоже 3 серии. «Женщина издалека», «Встреча в ущелье смерти», «Мир вашему дому». И еще одна «Ночь Шахризада». От Шахризада он 3 фильма снял, где сам играл, был режиссером-постановщиком и также играл главную роль. Потом он был приглашен Туркменфильмом. Он снимал там «Шахсанем и Гариб», там снял и монтировал, таджик-фильмы монтировал. И один из последних фильмов его потом был в 66 году, по-моему, в 96 году, по-моему, снимал «Слезы и меч». Это о восстании в Асе. Аштоднумсал, да? Да, 89 год. Где это четырехсерийный фильм был по заказу телевидения, где в те трудные годы он смог собрать съемочную группу, смог собрать массовку, смог организовать съемки в этих трудных условиях. Я считаю, что это большой труд был вложен в этот фильм, что с честью он справился. Но последний его фильм был все-таки по заказу Сагдийской области Камола Ходжанди, один из известнейших поэтов Таджикистана. Камол родился в Сурде, а последние годы провел в Иране, Тавризе. И там похоронен в одном склепе художником, миниатюристом Бехзодом. Что могу сказать о фильме? Этот фильм намечался в объеме 10 серий. 5 серий должен был сниматься в Таджикистане, территории Таджикистана. А оставшиеся 5 серий с иранским посольством был переговоры переведен. Тогда послом был Агой Шавистари, что они помогут снимать в Тавризе, где проходил последние годы поэта. Но получилось так, что 4,5 серии в Таджикистане снимали. Снимали, в основном начали снимать в окружности города Исфары, поскольку там Исфара славится очень красивой натурой для кино. Вообще Исфара кинематографический город, можно сказать, потому что в советское время
многие фильмы, не только наши, таджикские, даже узбек-фильм, приезжали туда, договаривались, снимали там. Потому что там есть, например, горы, молодые горы, которые очень привлекают кинематографистов. Почему? Потому что они цветные. Синий, голубой, красный, розовый. Ну, например, мы часть эпизода фильма «Рустам Суро» там был снят, и в Мосфильме задавали вопрос, когда видели фильм. Говорят, сколько краски потратили в эти горы? Они думали, что они крашеные горы. А на самом деле нет, это природа создал таким. И поэтому мы, воспользовавшись этим, многие эпизоды снимали на фоне этих гор. На съемках главным героем был Ортых Ходыри, исполнял главную роль, и в основном актеры театра Лохути. А поскольку снимался Исфари, там Дом культуры есть, очень многие актеры, творческие работники были использованы из Дома культуры города Исфари. А когда снимались Канибадами, из Дома культуры и театра, актер театра Канибадама. Ну, получилось так, что за короткое время, где-то в течение 3-3,5 месяцев, мы смогли снять 4,5 серии. И потом вопрос возник, надо снимать эпизод «Караван». Когда караван идет, Камол Ходжан едет в Мекку, едет, и на них нападают бандиты, и там происходит война, и его, значит, арестовывают, и возят. Но этот эпизод решено было снимать в Туркмении. А Туркмения тогда, в те годы же не советское время было, самостоятельная республика, надо, значит, для этого отдельная оплата за гостиницы, верблюды, все в долларах. И почему-то в это время появился то, что мы все не ожидали. Заказчики сказали, денег нет, денег кончился. И этим самым завершился весь фильм, прекратились съемки. Я помню, что Тахир Мухтарович смонтировал 4 части из тех фильмов для рекламного ролика, для показа телевидения, первой программе, и что был сделан. И потом постепенно, ну, ушли с этого света монтажница, потом звукооператоры Ващенко. И этим самым постепенно потерялись весь снятый материал. Фонограмма потерялся, изображение потерялся, позитивное изображение. И потом, причем непонятно, куда делись, кто взял, куда, что. И когда вопрос подняли, что продолжать, может, фильм по-другому, выяснилось, что ни одного метра материала не сохранился, все пропало куда-то. Единственная лаборатория, по словам начальника лаборатории, сказали, что сохранился негатив. А с негатив без фонограммы, без этого, тем более сейчас проявившей машин у нас нет. Но хотя захотеть техника есть, сейчас из негатива можно сделать электронный вариант, но фильм так остался, в общем, безрезультатно. На этом закончился история, который должен был большой картиной, фильм прекратился. Не. Кимегаров, Собиров, Борис Алексеевич Кимегаров и Собиров, они конкурировали, можно сказать, незаметно. Всегда каждый из них старался вырваться вперед. Например, Кимегаров взял за исторические фильмы «Кузнец Кова», «Сказань Рустам». Это по Шахнаме, который принес большую популярность. И Тахир Мухтарович тоже, в общем-то, старался и историко-революционный жанр снимать, комедийный жанр пытался снимать. Например, Шахнаме, «Тысяча одна ночь», который снимал, это сказки, серия сказки, которые очень хорошо зрители приняли и в многих фестивалях участвовали. «Человек меняет кожу», «Пеш Якбор Гирифтовудан», «Шас Гирифтовудан». Мен yodam هست که اپراتورشم گیگ تمام کرد و سلطانов نیمش گرفتن بعد برک شد برکوت کردن بعد از مسکو دعوت کردن кинооператоры و черно-белый все сафет был черно-белый был. А потом Кимегаров снимал 5-серийный фильм «Человек меняет кожу», который на экран, это по заказу центральное телевидение. И поэтому Тахир Сабирович к этому отношения не имел.
Ну, Тахир Сабирович, тем не менее, моему удивлению, я как посчитал, он снял почти, вот 17 названий фильма снял. Если те, которые сериалы был посчитать, то получается 26 фильмов. А Кимегаров снимал даже меньше по количеству, можно сказать, 17 художественных фильмов. Но Тахир Мухтарович, кроме того, что как актер снимался, как режиссер в фильме делал, и он снимал еще документальные фильмы, промежуток много документальных фильмов. Поэтому этот режиссер оставил много, большой память у себя и проявил себя как патриот Таджикистана, потому что его фильмы всегда соответствовали идеологии тот времени Центрального комитета, идеологии партии, идеологии таджикской. Мне с Тахиром Мухтаровичем легко было работать, поскольку мы в самом начале договорились, быть во всех отношениях, взаимоотношениях должен быть честным, откровенным. Потом он никогда не вмешивался в операцию. Мне достаточно понять, что он хочет в кадре, сюжет понятно, мизансцена понятно, и никогда он не подходил проверять работу оператора через лупу, посмотреть, как кадр построен. Он полное доверие был у нас взаимно, и он мне доверял. У нас никогда в это отношение по виду не так свет стоит, не так композиция поставлена, такой разговор не был. Это был приятно было работать в таких условиях, как оператор.